Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 сентября. Это у нас будет среда. Мы с вами смотрим на колоде Пасян все знаки зодиака. По 6 знаков в двух видео будет. Это первая часть. Овны, 6 сентября, среда, события дня. Покажите мне, что будет у овнов. Смотрим овны, среда. Сразу же будильник выпадает, первое событие. Предупреждение. Можете куда-то не успеть, опоздать. Ссора может быть. Опять же, да, то есть причина ссоры может быть какая-то проблема со временем. Замочек. Закрыто. Да, то есть не успели. Или наоборот, может быть, пришли сильно рано, закрыто еще. Конфликт, смотрите. Ссора, перерастающая в конфликт. Какую-то острую ситуацию. Выбор. Колебания, сомнения. Весы. Обман нельзя. Также напоминаю вам, вы можете проверять со мной. Если вы находите, а я пропускаю, то у вас это событие может проигрываться. Колокольчик еще есть. Вижу колокольчик. Это пустые разговоры. Значит, смотрите, что за события в среду. Первое. Какая-то проблема со временем. Может быть, потом правильно рассчитываете. Может открыться тайна, либо что-то будет закрыто в этот день. Да, то есть замок. Преграда. Колебания, сомнения. Спор, перерастающий в конфликт. И пустые разговоры. Ну вот, такие события для вас. Я бы сказала, больше даже предупреждения у вас выпад, да? То есть нужно постараться избежать конфликта, постараться избежать опоздания куда-то. Поэтому для вас больше расклад предупреждения сегодня. Благодарю за внимание. Перехожу я к тельцам. Тельцы. Тельцы, 6 сентября. Среда, события дня. Конвертик, первое событие. Вы что-то получите в среду. Получение. Смотрите, Луна показывает событие, которое повторяется каждый месяц. Возможно, вы каждый месяц что-то получаете. Деньги, справки какие-то. Солнышко, хорошее настроение, радость. Деньги. Мешок с деньгами. Неприятность. Расческа. Так, здесь нет. Смотрим, что получается. 5 событий. Первое событие — это получение. Второе событие
что-то, что повторяется постоянно, да, то есть каждый месяц с вами. Хорошее настроение. Здесь может проигрываться как поступления, так и расходы. Поэтому тут сложно сказать, что будет с деньгами, но что-то будете делать с деньгами в этот день. И может быть неприятность еще. Поэтому вот видите, предупреждение тоже для вас есть. Вот такая информация для вас. Причем идут деньги, да, то есть и следом идут неприятности. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы. Близнецы, 6 сентября. Среда. События дня. Солнышко, первое событие. Радость, хорошее настроение. Верность, лебедь. Деловой разговор. Гости. Чашка чая. Тайны откроются. Замок. Что-то узнаете. Либо в разговоре, да, либо гости что-то расскажут. Интересненькое. И здесь нет, значит, смотрите, что получается. Хорошее настроение, верность, гости, деловой разговор и открытие каких-то тайн, секретов. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки, 6 сентября. События дня. Подарок. Первое событие, что я увидела. Подарочек. Замок, тайна. Может быть, подарок, сюрприз. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Змея. Общение с человеком, у которого длинный злой язык. Корона. Общение с представителем закона власти. Ключик, все в ваших руках. Ну, то есть перед вами открыты все двери в среду. Также еще есть надежда. Подсвечник. Удача. Подкова.
Удача и ключ. Ну, прям супер день, раки, у вас. Так, и здесь нет. Значит, смотрим. Получается, вы можете получить или подарить подарок. У вас может открыться какая-то тайна, секрет в этот день. Общение с влиятельным человеком. Событие, которое происходит каждый месяц. Да, то есть цикличное такое. Надежды, удача. Все в ваших руках, да, то есть открытые двери и общение со змеей. Возможно, здесь вот эти два события, да, проиграются как одно. То есть человек влиятельный какой-то, да, то есть будет вести себя, ну, ядовито по отношению к вам, то есть как-то задевать, цеплять, жалить, да, то есть поэтому тут вот, как вариант, это может быть одно событие. Ну, опять же, не обязательно. Ну, вот такая информация для вас. У вас, получается, из минуса только змея выпала. Благодарю за внимание, раки, и я перехожу ко львам. Сейчас будем смотреть, что у левушек будет. 6 сентября. Львы. События дня. Среда. Первое событие, сразу печаль выпала. Глубокая печаль. Что-то может вас расстроить сильно. Будильник. Будильник показывает, что будут проблемы со временем. Может быть, куда-то не успеете. Из-за этого сильно расстроитесь. Удача. Рыба, скользкое дело какое-то. Это обычно махинации. Может быть, из-за этого будет разочарование тоже. Дорога. Любовь. Ну, хоть в личной жизни все хорошо. Колокольчик здесь нельзя было. Не сказала вам. И подарок. Еще есть подарок. Гости нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Точно все хорошо будет в личной жизни. Любовь. Может быть знакомство, если вы пока один или одна. Из плюсов еще может быть подарок и удача в этот день. Удача на вашей стороне. Поездка. Из минусов проблема со временем. То есть это когда мы куда-то не успеваем, опаздываем, перепутали время. В общем, какая-то проблема со временем. Разочарование и скользкое дело. То есть надо быть осторожными. Могут быть мошенники. Да? То есть в этот день кто-то вас может обманывать. Мошенники вокруг вас будут крутиться, да, то есть и заманивать в свои сети. Предлагать что-то выгодное, но это всегда обман. Поэтому будьте осторожны, чтобы потом вот не разочаровываться. Еще рядом, видите, ложится подарочек, да, рядом с мошенниками. То есть купи одну, получи второй подарок, а в итоге, да, то есть вы ни одну, ни вторую не получите. Так что будьте осторожны в среду. Благодарю за внимание, либо перехожу к девам. Смотрим, Дева. 6 сентября. События для дев. Покажите мне, пожалуйста.
Угу. Рыба сразу же. Скользкое дело. События в доме. Прибыль. Смотрите, хорошо. Деловой разговор. Возможно, вот деловой разговор принесет вам прибыль. Как вариант. Победу нельзя. Ну, здесь не вижу. Значит, я у вас нашла 4 события. Да, вот 3 со знаком плюс, 1 со знаком минус. Плюс это события в доме в этот день, может быть у кого-то в семье, да, в родне. Дальше у вас будут финансовые поступления, у вас будет деловой разговор в этот день, это плюс. А минус скользкое дело, рыба. Рыба показывает всегда каких-то аферистов, мошенников. То есть надо, она выпадает как предупреждение, что вас пытаются заманить в какие-то вот ловушку, сети, поэтому надо быть максимально осторожными. Не соглашаться на какие-то слишком выгодные предложения. Опять же, вот смотрите, у вас будет деловой разговор, да, то есть как вариант, тоже в деловом разговоре это тоже может быть. Поэтому просто будьте осторожны. Не доверяйте, да, то есть если вы людей не очень хорошо знаете, лучше не доверять, перепроверять все перед тем, как соглашаться. Вот такая информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Я дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как всегда, оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.